Здравствуйте, дорогие телезрители. Общая тема нашей лекции – гунны, древние предки кыргызов или Атилла, великий кыргызский баатыр. Конкретная тема, которую мы сегодня разберем – каталонское сражение. Каталонское поле находится на северной Франции, на территории современной Шампани, в пойме реки Марны, тогда она называлась Матрона, недалеко от города Шалон. И гунны там, на севере от каталонских полей, разместили свой лагерь, куда складывали всю добычу, свезенную со всей Галлии, огромную добычу. А южнее каталонских полей соорудили лагерь римляне, которые собрались для битвы с гуннами. Эта битва, как я показывал уже в книге «100 великих битв», считается одной из величайших битв древности и вообще всех времен и народов. Одной из величайших битв. Даются здесь все данные по этой битве. 100 великих битв. Самая великая битва. Почему? Потому что здесь участвовало, как я в прошлый раз уже говорил, огромное количество народа, представителей разных народов. И кроме того, оно происходило на ограниченном пространстве, собрались свыше 500 000 человек на территории 25 квадратных километров. Вот подумайте, 25 квадратных километров, 5 так и 5 так. Свыше 500 000 человек собрались на этой территории и вступили в сражение друг с другом. Мне могут сказать, Сталинградская битва, 3 миллиона человек участвовало с двух сторон. Я отвечу, да, это правильно. Это тоже это величайшая битва Сталинградская. 3 миллиона человек участвовало с обеих сторон. Но она происходила на территории 500 квадратных километров и происходила в течение 3 месяцев, когда эти миллионы сменяли друг друга. А здесь все произошло в течение 1 дня. Даже началась битва в 1:30 дня и кончилась где-то в 11 ночи. В течение 1 дня. Погибли в результате этой битвы из 500 000 человек примерно 160 000 человек. Вот Белек Солтаноев, наш замечательный кыргызский ученый, историк, один из первых историков, которые исследовали комплексно всю историю Кыргызстана. Вот он пишет в «Шагуннах», которые предки кыргызов, что Атилла хан сражался с кыргызами на каталонском поле. И здесь погибло 160 000 человек с обеих сторон. Белек Солтаноев, Кыргыз тарыхы, издание 2003 года. На огромной территории выстроились для битвы с двух сторон 2 огромные армии. Это примерно, они все заняли территорию 25 квадратных километров. По правилам степи, по правилам военного адата, гунны во главе с Атиллой заняли северную и территорию каталонских поделений и поделились на 3 части. На Ичкилик, центр поля, на центральную часть, где, собственно, гунны сражались, и именно стоял здесь кыргызский Тумен, где сражались остготы и другие германские племена. На Онганат, восточных гуннов, где также сражались оставшиеся остготы, где сражались также, где должны были сражаться также славянские племена, венеды, хорваты, анты, русичи, кривичи, росомоны, а также другие германские племена, турцелинги, хатты, свебы, швабы и так далее. С левой стороны были поставлены
тумен гуннов во главе с кыпчакскими туменами. Также славянские анты там стояли, аламаны и роксоланы, даки и тайфалы. То есть на 3 части была поделены вся гунская армия. В запасе стояло 30 тысяч воинов. Это племя гунское, одно племя сабиров стояло в запасе, и плюс некоторые германские и славянские племена. Таким образом, 250 тысяч были разделены на 3 огромные такие части, 3 колонны. Ичкилик центр, Онганат, правое крыло, и Солганат, левое крыло. Аэций, когда-то, который служил в Кыргызском Тумене, когда был заложником огунов и дослужился до Мингбаши, решил также сразиться с Атиллой и сразиться тем же самым методом. Тоже составил 3 части. По центру у него шли, собственно, латиняне, которые пришла армия, 2 армии, которые пришли из Рима, и близкие им, союзные им арморики. На их левом крыле, румейском, римском, стояли галлы, оставшиеся бургунды, которые не были за гуннов, а были за римлян, летты и брионы. На правом гунском крыле стояли, то есть римском крыле стояли вестготы, сарматы, франки, англы, саксы и юты. В запасе у них стояли галлы или галло-романы, их было 50 тысяч человек. Таким образом, 2 армии, римская, западно-римская и гунская, строились 6 сентября 451 года для решительной битвы, которая должна была изменить ход истории. Но перед началом битвы, пока они еще строились, Аттила объехал все свои войска, все построившиеся колонны и вдохновлял их на битву. Перед гуннами Аттила выступал на древнекыпчакском языке, на древнекыргызском и древнекыпчакском языке. Это один и тот же язык, что древнекыргызский, древнекыпчакский, один и тот же язык. По классификации академика Басхакова, вот тюркские языки он поделил на восточно-гунскую, западно-гунскую ветвь, и кыргызско-кыпчакская группа составляет одно отделение. То есть это и идет с древности. И он выступал перед ними на кыргызско-кыпчакском языке. Вставая на стременах, он провозглашал: «Гунны, кыргыздар, кыпчактар, кыргызы, кыпчаки, смотрите, перед вами стоят ваши рабы, сбунтовавшиеся. Они вчера пошли ваш скот, они вчера исполняли все ваши желания. Сегодня они решили взбунтоваться, вы должны их наказать. И наказать сурово наказать. Вы повелители вселенной. Кроме вас в этом мире нет храбрее, смелее, отважнее людей и воинов. Вы должны им показать, кто есть хозяин». Гунны вскричали: «Ура!» То есть «ура» это означает по-гунски «бить, мы будем их бить». Перед славянами он выступал на анско-венецком языке. И он перед славянами сказал: «Славяне, смотрите, перед вами вон стоят вестготы. 100 лет назад они вторглись, вы помните, вторглись в верховьях Днестра, они вторглись в ваши земли, захватили 70 ваших самых знатных аксакалов и вашего великого князя Боксу и умертвили их жестоко, повесив их на деревьях, как простых конюхов. И вы будете это терпеть, вы должны взять, как я с них сегодня, отомстить им, взять с них назад, это, чтобы они знали. И очень гордо алгала, это означает сделать месть, то есть совершить месть». Славяне закричали: «Да, мы будем драться с ними
до конца. Перед германскими племенами, остготами он выступил на остготском языке, на древнегерманском языке и вскричал: «Готы, вы же знаете, мы 100 лет вместе с вами. Вы наши ближайшие родичи. А почему вы наши родичи? Кыз алышабыз, кыз беришебиз. То есть мы даем вам в жены наших дочерей, вы даете нам в жены ваших дочерей. Мы с вами уже давно не только куда, ближайшие родственники. В каждой семье у нас есть, как его, готские сваты, а у вас есть гунские сваты. Так что мы с вами родственники, давайте здоровьте, бейтесь. А кроме того, вся земля, которую здесь мы захватим, она будет ваша. Все, я вам даю слово. Это ваша будет земля». Готы скричали: «Все, вперед, будем бить». Кра, кра, это означает, будем рубить, будем драться до конца. И пошли в бой. Бой начался где-то около часа дня. Древняя, то есть кыргызский тумен сразу попытался проломить и проломил латинскую шеренгу, потому что там большей частью было пешие, шли пешими, проломил латинскую шеренгу и завяз в их задних рядах, и начал здесь сильнейшее побоище. Ну, это описывается, этот бой описывается и на кыргызском языке, вот описывается Амиан фон Бек, и на русском языке Амиан фон Бек, и также описывается в тетралогии Гунны, и во многих других местах, в других произведениях описывается этот бой. Это был жестокий бой. Кровь текла рекой. 160 тысяч погибло. То есть земля вздыбилась, когда шли конные гунны, земля, как говорю, дрожала, и как будто было землетрясение. Когда они сшиблись, две армии, это все, невозможно было ничего слышать, ничего увидеть, потому что все поглотил туман, пыль, кровь, и армии сшибались друг с другом. И по замыслу, который Атила сказал, как его кыпчакскому этому Тюменбаши, кыпчаки должны были и славяне проломить противоположное крыло и войти в тыл центру римлян. А крымские тумены должны были ударить. Они и ударяли это, били прямо. А правое крыло, где стояли также другие славянские, готские тумены, они должны были идти прямо и не давать подходить сюда на подмогу, если бы шли бы оттуда эти резервные войска. И таким образом рубка, крики, шум, страшный шум. Те виноградники, которые там еще оставались, которые в этом году были возделаны, они все превратились в прах. Кровь смешалась с виноградным соком. В центре поля был небольшой холм, за который шла жестокая, как говорится, резня. Но кыргызский тумен все-таки проломил и начал выходить в центр. И начал выходить на соединение в конце с кыпчакским туменом, который окружал сзади. Но наступила ночь, 11 часов ночи стало, было темно, ничего уже не было видно, воины устали, это беспрерывное сражение, устали, и битва обычно в таких случаях затихает сама по себе. Битва затихла, гунны отошли назад, римляне отошли назад, каждый в своем лагере расположился, и на военный совет, в час ночи собрались на военный совет у Атилы, его ближайшие все вот эти советники Тюменбаши. И вдруг пришла интересная новость. Вестготы снимаются с места, оставшиеся 40 тысяч воинов. 10 тысяч оставшихся в живых сарматов также снимаются с места и уходят. Аттила не поверил, как так. Послал разведчиков. Разведчики пришли через час, вернулись назад и доложили. Да, они уходят, но не для окружения нас. И не чтобы заходить нам в тыл,
Они уходят совсем. Все. Оказывается, убиты в бою вестготский конунг, король Теодорих, и сарматский хан Сангибан, они убиты. И их дети испугались того, что пока они будут здесь, их младшие братья захватят там территории, власти и остальное, и решили бросить на произвол судьбы, пусть римлянами со своими врагами гуннами, а гунны со своими врагами римлянами сражаются сами, а мы уйдем. И ушли. Стали уходить. Гунские военачальники взбодрились. И сабиры, оставшиеся в резерве, еще не вступавшие в бой, они начали говорить: давайте утром вступим в бой, окружим и до конца добьем. Во-первых, нас уже больше. Во-вторых, мы конные. В-третьих, мы хотим их добить, у нас решимость, давайте добьем. И так говорили хан Береки, и хан Корхут, и хан Караханчар, и другие сподвижники Атиллы. 3 часа ночи, пока они сидели, пили кумыс, 3 часа ночи пришел посланник от Флавия Аэция. Посланником был 29-летний Флавий Карпилий, сын Флавия Аэция. Ему 29 лет. Он тоже 5 лет был в Гунском Тумене, служил в Кыргызском Тумене и дослужился до сотника. А здесь, в Риме, он был уже командиром легиона, легатом. То есть примерно в нашем звании это равняется полковнику. Он пришел и говорит: я должен сказать тебе, Аттила, то, что мой передал отец. Он говорит: говори. Мой отец передал только одно предложение. Он сказал: Аттила, мы с тобой 2 составные части, неделимые части одного неделимого единого явления. Если я погибну, ты погибнешь, я погибну. Имей это в виду, Аттила. Аттила говорит: сядь, посиди. В углу юрты посадил его, не уходи. И говорит: будем думать. И начал думать. А утром вдруг римляне напугались, были уже, как говорится, в депрессии, в трансе. Во-первых, ушли, самая боеспособная часть у них ушла в Вестготы и Сарматы. Ушли. Они остались уже, если даже не в меньшинстве, то остались качественно, они были в худшем положении. И многие из них, их военачальники начали пугаться, бояться, что завтра нас победят, и завтра нас уже погонят, связанными погонят на каторгу, не на каторгу, а как? В рабство. В рабство нас погонят в Каганат, в Пушту. Как будем? И были они в тоске, и вдруг утром Флавий Аэций видит, что гунны снимаются на конях и уходят на север. Не на юг, на поле боя, а на север. Флавий Аэций послал разведчиков. Они ему доложили: гунны уходят совсем. Забрали всю добычу и уходят совсем. Римляне, их испуг прошел, они взбодрились и уже возрадовались, что якобы они победили. А ночью, оказывается, Аттила сказал Флавию Карпилию: иди своему отцу и скажи: я согласен на его предложение, я ухожу. Но я на следующий год приду, и пусть твой отец не стоит у меня на пути. На следующий год я его уже не буду жалеть. Потому что он вспомнил те времена детства, когда ему было 12 лет, он слетел с коня, и на него бежит страшный вепрь, который готов его уже убить, и издалека копьем в него кидает Флавий Аэций. А Аэцию 17 лет, убивает этого кабана и спасает жизнь Аттилы. Он говорит: ты же, Флавий Карпилий, служил у кыргызов, знаешь наши законы, знаешь, что раз друг попросил, надо сделать. А я все-таки до сих пор считаю Флавия Аэция другом. Все, я сделаю. Но как друга его прошу, на следующий год пусть он у меня на пути не стоит, потому что тогда я нарушу нашу дружбу. Все.
И римляне, увидя, что гунны уходят, возрадовались и уже начали бахвалиться, что они якобы они победили. И у нас здесь есть хорошая книга, хорошая цитата, хорошее высказывание у кыргызского ученого, тюрколога Рустама Рахманалиева. Вот он как пишет, хорошо пишет об этом деле. Что римляне уже на другой день начали уже вопить, то есть кричать о своей победе. Запад кричал о поражении врага, возможно, для того, чтобы убедить в этом современников, а затем и потомков. Но Аттила сохранил армию, ее боевой дух. И менее через год он предпринял новую экспедицию. На этот раз не в Галлию, где было больше нечего искать и взять, а в Италию. На каталонских полях сошлись Запад и Восток, город и степь, крестьянин и кочевник, дом и шатер. 160 тысяч убитых из 500 тысяч воинов, ступивших на границы Шампании. Прежде чем на полях сражения снова столкнутся такие огромные армии, пройдут века, наступят эпохи Чингисхана, Амира Тимура, Наполеона. Но историки по-всякому объясняют, но обычно две причины существуют объяснения. То, что Аттила не стал до конца, как его, эту битву завершать. Во-первых, одни историки считают, что Аттила и так взял огромную добычу, баснословную добычу. Только молодых женщин, которых они собрались уводить с собой и брали в жены себе, гунны, было 20 тысяч. Огромную добычу они взяли. Ну, прошлись по всей территории современной Франции и по половине Германии. Огромную добычу они взяли. И Аттила решил сохранить добычу, спокойно уйти. Поскольку западные румейцы сами были обескровлены, им было не то, что вступать в бой, лишь бы ноги унести. А во-вторых, Аттила, может быть, поостерегся. Дело в том, что если бы он вступил в бой сейчас, на другой день, продолжил бы битву с Флавием Аэцием, то, конечно, еще погибли бы люди. А вестготы и сарматы были недалеко совсем, до 30-40 километров. Они далеко не ушли. Они могли вернуться назад и ударить в тыл. Аттила, может быть, об этом тоже подумал и поостерегся. Но в любом случае он эту битву не проиграл, она закончилась ничьей. Но он мог выиграть. Многие ученые говорят, что все было на его стороне. Он мог ее выиграть. Осталось совсем мало. Но он до конца ее не довел. А почему не довел, это никому нам не известно. Никому не известно. Только могут быть различные предположения. Но есть вот историк Джон Мэн, американский историк, книга Аттила, он пишет, конечно, в истории нет сослагательного наклонения, как в грамматике. Если бы то будет это. Нет этого. Но вот он предполагает, а вдруг бы вот Аттила довел бы битву до конца и выиграл бы. Он остался бы одним из великих героев в истории. Он и так великий герой в истории. Он мог бы захватить всю Северную Европу, жениться на Гонории и создать династию, которая правила бы от Атлантики до Урала, от Альп до Балтики. Возможно, Британия покорилась бы гуннам, а не англам и саксам. Англы и саксы сюда еще не пришли при Аттиле, они позже придут. И Чосер с Шекспиром писали бы на гунском языке, а мы поклонялись бы не христианскому богу, а каким-нибудь шаманским синим небесам. Вклад Аттилы в европейскую историю связан с двумя процессами: великим переселением народов и упадком и гибелью Западной Римской империи. Аттила разорвал узы исторического факта и вошел в легенду. Джон Мэн. Так, следующая лекция будет о том, что Аттила на следующий год
пошел в Италию, совершил поход. И уже, как условились, Флавий Аэций ему не мешал. Он отказался быть военным предводителем, воевать с Аттилой, возглавлять все западно-римское войско. Ну, здесь сразу надо упомянуть, почему гунны все время побеждали. Поражений мы в истории не нашли. Только одни победы. Почему? Здесь несколько причин, я думаю. Первая одна причина. Гунны, как ни странно, были очень доброжелательно относились к врагам. Вчерашний враг сегодня становился его другом. Например, победили аланов и роксоланов, завтра они вместе с ними пошли воевать против остготов. Победили остготов, вместе с остготами пошли воевать против вестготов. Победили даков и тайфалов, они присоединились к ним и пошли воевать против Рима. То есть вчерашних врагов гунны умудрялись сделать сегодняшними, ну если не близкими друзьями, то все равно какими-то, знаете, шериктеш, как это говорится, союзниками. Второе. Гунское военное оружие, особенно меч, намного превосходил меч и оружие европейских народов. Гунское шешке, это в русском языке слово шашка, шешке, это прямой длинный меч. Длинный меч. Вот гунское шешке делалось из высокосортного железа, где стали было больше 50%. Стали. А европейское оружие делалось из низкосортного железа, где олова и меди было больше 50%. И при сшибке двух мечей, стального и оловянно-железное разваливалось на части. Потому что там стальной бил по нему. Второе, это было лучшее холодное оружие у гуннов. Третье, у гуннов были лучшие луки. Луки лучшие. Луки, во-первых, у них делались луки не так, как остальные другие народы делали. Каждый лук у них делался из 3 частей. Середина из гибкого дерева, ясеня обычно, или тальника из гибкого дерева, а края делались из рогов горного барана. Края делались. И притом это все вместе скреплялось и выдерживалось в каком-то специальном растворе до 3 месяцев. Вот это самое древко. Кроме того, тетива тоже делалась особо. Она вообще до полугода держалась в соленом растворе, тетива. Там был, во-первых, конский волос сплетенный, во-вторых, шелк, в-третьих, выделанные волчьи кишки. То есть вот такая тетива, и она была сделана таким образом, была сделана с тончайшим, хотя столько много компонентов не было, и они ее хранили. Здесь они стреляли обычной тетивой, а эту хранили, как зеницу ока. Они ее вытаскивали перед боем, снимали ту и натягивали эту тетиву. Они ее хранили около сердца, эту тетиву. И когда с этой тетивой били, то есть их лук, их металлическая стрела пробивала на 250-300 метров, кожаный панцирь пробивала врага и убивала насмерть. В то время как римские лучники стреляли всего, у них убойная сила была на 100 метров. Ну, представьте себе, выйдет с луком на 100 метров, который убивает, который на 300 метров убивает. Это все равно выйти с воздушкой против Калашникова. Потому что ты ничего не можешь ему поделать. Ну, стреляй, ты не достанешь его со 100-метровым луком. Напомним даже, самые лучшие лучники Европы считались валлийские лучники, английские, валлийские лучники, Уэльс. У них убойная сила была 170, а сила 180 метров стрелы. Гунны убивали до 300 метров. Кроме того, когда вступали в битву, гунны не мчались на конях вступать в битву сразу прям сломя голову. Нет, они издалека сначала обстреливали, выбивали из рядов, и только потом уже шли штурмовать и добивать.
А римляне воевали, или римские, европейские народы, большей части, воевали пешком и кидали дротик или копье. Гунны копья, дротики не кидали. Ну, представьте себе, вот будет римское войско кидать дротик, копье. Сегодня чемпион мира копье кидает на 75-77 метров, потолок. Это потолок. А здесь с 300 метров он из лука бьет его. Бьет. Это третье. Четвертое. У гуннов были полноценные стремена. А стремена – это привстать, рубить мечом. Стремена – это упор, когда эти. В Европе, собственно, стремян не было. У них были типа стремян. У них обычно на конях, они ездили, обхватив ногу ногами бока конской лошади, но с левой стороны висела обычно такая типа стремян, веревочная такая веревка висела, через которую они садились на коня. В случае они могли и пользоваться, туда ногу вставлять, но это не были полноценные стремена. Они на них не могли становиться, как на железных стременах, и стрелять из лука, как с упора, или рубить мечом, как с упора. То есть это тоже было плюс в сторону гуннов. И последнее, у гуннов была особая тактика войны, тактика боев. Не лезли они прямо в гущу и не лезли и не рубились, как любят показывать это в кино или говорить об этом, нет. Они издалека отстреливали, пытались выбить большее количество из луков, убивали. И кроме того, применяли гунны различные маневры военные, типа ложного отступления, отступают. Например, Баламбер победил остготского конунга Эрманариха. 12 дней он отступал. 12 дней отступал. И когда те на 12-й день зажали, все, мы теперь... И растянулись остготы. Растянулись и зажали там небольшой отряд, 2-3 тумена. Все, мы, мол, гуннов уничтожим. Они как окружили сзади в это время на конях. И всех перестреляли и порубили. То есть у гуннов была особая тактика, поскольку они были верхом, на конях. А Европа сражалась большей частью пешком. И представьте себе, идешь, несешь пешком свой щит, несешь копье, несешь меч, на голове тяжелый шлем, или ты сидишь на коне, и все несет конь, а ты рубишь шашке, стреляешь из лука. То есть гунны почти всегда побеждали. И они не побежденные опять ушли назад, как это будет в следующих лекциях, назад в Азию, на территорию современного Кыргызстана. Спасибо, дорогие телезрители. До следующей встречи.